Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Всем добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». И у нас в гостях Лидия Чурилина из Еврейской автономной области. Добрый день, Лидия! Расскажите, пожалуйста, о себе, о ваших родителях, где вы родились, учились в Якутии. Всем добрый день! Шалом из города Биробиджан. Сахамсерин Аллахтахтаргар Уры Айхал Болохтан. Я Лидия Чурилина, родом из села Второй Хумстах Намского улуса. Я родилась в очень большой творческой семье Лидии Николаевны и Гаврила Гавриловича Слепцовых, самой младшей дочерью. У меня 3 старшие сестры погодки и был старший брат. Со старшей сестрой Мусей у нас очень большая разница в 17 лет. В этом году ей исполнилось 50 лет. У меня очень большая дружная семья, по которой я очень скучаю, с которой мы каждый день созваниваемся, переписываемся и по возможности видимся. И всем, пользуясь случаем, передаю огромнейший привет. Хочу немного рассказать о своем отце Гавриле Гавриловиче Слепцове, самодеятельном композиторе, которого очень многие в Якутии знают, помнят, любят его песни, такие как «Түрәбит аласканын тапта», «Мичәрдер», «Джеренкей», «Хомстағы таптан», «Току-току ням-ням» и многие другие. Отец играл на баяне, блестяще играл на хомусе и привил мне и всем своим детям, внукам любовь к музыке, к творчеству и раскрытию своего творческого начала, творческого потенциала, то, что я хотела бы передать своей дочери, своим детям в будущем, чем я занимаюсь сейчас. Мой отец был дипломированным художником, он закончил Якутское художественное училище, работал в школе учителем рисования, черчения, труда, был музыкальным руководителем в детском саду. Он был талантлив во всем, мог писать, рисовать, сочинять, и мне всегда хотелось быть таким же талантливым, хоть чуточку быть похожим на него. Но у него была очень плохая привычка откладывать на потом. Он говорил: вот выйду на пенсию, буду рисовать, вот кисточки, вот краски, я не буду пока их трогать, буду потом. Но в 2001 году он трагически погиб с моим братом вместе. Это стало самым большим шоком в моей жизни и послужило мне уроком, то, что человек должен никогда не откладывать то, что он может сделать сейчас, в этот день даже, в этот момент жизни. То, что нужно воплощать все свои идеи, не бояться, не стесняться никого и ничего, и делать то, что ты хочешь и любишь. Лидия, вы первая якутянка из Биробиджана, о которой мы узнали, и думаю, что многим будет интересно услышать вашу историю. Как вы попали в Еврейскую автономную область? Страсть к языкам у меня с самого детства. В 2004 году я закончила Саха-французскую ассоциированную школу села Хамагатта, где я проучилась 2 последних класса. Во время обучения в школе я каждое лето проводила в языковом лагере при школе Лингва. И это стало каким-то очень большим толчком к развитию именно в образовательном плане. Я стала больше читать, больше стараться в учебе и мечтала поступить именно на факультет иностранных языков, куда я потом впоследствии поступила по университетской олимпиаде Якутского государственного университета. И досрочно я стала студенткой университета по специальности филолог китайского языка. Во время учебы я дважды проходила языковую стажировку в городе Дзямусы Китайской Народной Республики, где просто влюбилась не только в язык, в культуру, но и влюбилась в самом прямом смысле этого слова в парня одного по имени Андрей, который был родом из города Биробиджан. И через 6 лет я стала женой этого молодого человека. Он тоже переводчик китайского языка, сейчас работает по специальности. После окончания университета мы некоторое время жили в Китае, где продолжали учебу и работу, но по стечению обстоятельств мы вернулись в Россию, так как муж у меня единственный сын своих родителей, и с 2011
2011 года, и мы живем в городе Биробиджан. Расскажите, пожалуйста, о своей профессии, о творчестве и чем вы занимаетесь сейчас. По возвращению из Китая в Россию, в Биробиджане, я долгое время занималась преподавательской и переводческой деятельностью. Работала в областном правительстве переводчиком китайского языка. Но в 2015 году с появлением ребенка я с головой погрузилась в материнство и творчество. Мне муж подарил мой первый фотоаппарат, и я начала фотографировать все и вся. И потом стали поступать первые коммерческие заказы. И больше всего, конечно, я фотографирую свою дочь Софию. Фотография еще для меня очень символическое значение, какое-то сакральное значение имеет, так как в 1998 году, когда мне было 10 лет, было большое наводнение. Наверное, многие помнят, город Ленск тогда сильно пострадал, в том числе и Намский улус. Мой дом затопило почти по самую крышу, и мы тогда потеряли все имущество. Но больше всего я пожалела тогда свои фотографии семейные и книги. И так как у меня не осталось практически никаких фотографий, ни детских, ни семейных, каких-то общих, очень мало кадров осталось. Для меня фотография имеет какое-то особое значение, и мне хочется запечатлеть все и сделать это не просто на память, а сделать это еще высокохудожественно. И именно материнство послужило толчком для дальнейшего саморазвития, для дальнейшего поиска себя, своего творческого начала, для поиска новой работы. И некоторое время я стала сотрудником пресс-службы МЧС России по Еврейской автономной области, где все мои увлечения и умения нужны в одном месте. Это и фотография, и съемка видео, и написание статей, и общение с людьми. И мне моя работа очень нравится. Я считаю, что профессия спасателя и пожарного самая благородная. Что бы вы могли рассказать о Еврейской автономной области тем, кто сейчас нас слушает? В город Биробиджан я приехала в первый раз в гости в 2007 году. Меня поразило то, что зимой тут очень тепло и мало снега по сравнению с Якутией. Это очень маленький, но уютный, зеленый город. Как я помню, как я удивилась, то, что вроде бы Биробиджан находится на Дальнем Востоке, а тут растут груши, яблоки. Еврейская автономная область — это единственный субъект Российской Федерации, имеющий статус автономной области. Часто путают это и говорят автономный округ, а на самом деле область. А также это единственное в мире, помимо Израиля, соответственно, еврейское административно-территориальное образование с официальным юридическим статусом. Евреев, конечно, сейчас очень мало, чуть более 1000 по данным последней переписи, но тут очень яркая еврейская колоритность, самобытность, все адреса, все названия улиц, все названия учреждений продублированы на 2 языках. Очень многие думают, что Биробиджан — это где-то в Средней Азии, рядом с Таджикистаном, Узбекистаном, из-за такого самобытного названия. Но это город на Дальнем Востоке, возле Хабаровска. Вроде недалеко Якутия, всего лишь пара тысяч километров, но билеты до Хабаровска достаточно дорогие, если лететь всей семьей. Поэтому мы не так часто бываем на моей родине, но очень, конечно же, любим ездить именно в Якутию всей семьей. Если у нас обсуждается следующий отпуск, то у нас на первом месте Якутия всегда стоит. Муж у меня за все эти годы, конечно же, выучил очень много слов, и когда я разговариваю со своими подругами или сестрами, он, конечно же, все понимает, о чем я с ними разговариваю. Дочь мы, как филологи, учим и якутскому, и английскому языку. Разговариваем в основном, конечно, дома на русском языке, но стараемся, чтобы дочь знала также и китайский, так как часто бывает на работе у родителей, у мужа в компании
очень много китайцев, и она также сейчас слышит часто китайскую речь. В группе в садике у нее девочка китаянка, а также есть другие национальности. Чем мне очень нравится, в принципе, Биробиджан, то, что многонациональное, многокультурное место, и все очень дружны и хорошо относятся к разным религиям, к разным культурам. Конечно же, из-за того, что еврейская автономная область граничит с Китаем, здесь очень много китайцев, которые уже живут здесь очень долго, ведут бизнес, которые блестяще говорят по-русски, у некоторых даже гражданство российское, у многих семьи межнациональные. Также здесь очень большая корейская диаспора, очень большая азербайджанская диаспора. Поэтому Биробиджан мультикультурный, многонациональный город. Например, в детском садике у нас и китайцы, и корейцы, и русские, и евреи, и маленькая девочка наполовину якутка, но она говорит, что у нас саха. Из-за последствий пандемии сейчас в России начинает развиваться внутренний туризм. Что бы вы посоветовали посмотреть в еврейской автономной области? Или что вы обычно показываете своим друзьям, которые приезжают к вам в Биробиджан? Когда ко мне приезжают родные и друзья погостить в Биробиджан, первым делом мы их везем на набережную реки Бира, где находится визитная карточка города, телевизионная башня на сопке. А что вы обычно рассказываете о Якутии своим друзьям и коллегам? Наверное, это одна из любимейших тем для разговора с моими друзьями, знакомыми, потому что я горжусь тем, что я саха, горжусь своей родиной, своим народом, какие у нас замечательные творческие люди, которые добиваются невероятных высот в жизни. И всем здесь кажется, что просто эти рассказы на грани фантастики. Это и про климат, про культуру, язык, про людей. Именно все самое какое-то интересное, самобытное. Это все про нас. Общаетесь ли вы с другими якутянами в Биробиджане? Много ли вас? К сожалению, за время проживания в Биробиджане я не нашла якутян, но здесь очень много русских, которые жили и работали в свое время в Якутии. И мы по-родственному вспоминаем нашу еду, наши места родные. А если кто-нибудь меня слышит из биробиджанцев или жителей еврейской автономной области, которые проживают здесь и хотели бы увидеться, поговорить на якутском, чтобы дети общались на якутском, то я с удовольствием и с радостью буду рада познакомиться, общаться, дружить. Лидия, о чем вы больше всего ностальгируете, когда вспоминаете свою родную республику? Больше всего мне не хватает родных, друзей, родных мест. Мне очень часто снится моя родина, мой родной берег на реке Лена, леса, поля, родные места, куда мы ходили по ягоды, по грибы. Папа куда меня возил на охоту, на рыбалку, на сенокос. Такие какие-то простые моменты, которые были такими обыденными, сейчас мне их очень не хватает. Я часто делюсь своими воспоминаниями с дочерью, и для нее это как сказки, как воспоминания о какой-то чудесной стране, где когда-то жила мама. Вот так она говорит. Интересно узнать о вашем подходе к воспитанию дочери. Знает ли она о Якутии? Наша дочь часто говорит то, что у нее папа русский, а мама и она саха. Но дело в том, что в моем роду тоже были русские. Прапрапрадеды, получается, по отцовской линии были русскими священнослужителями династии Слепцовых. Знаменитые священнослужители, которые жили и работали в городе Зашиверск. А по маминой линии у меня даже, получается, есть грузинская кровь. У мамы моей была фамилия Габышева. Тоже история очень известная в Якутии. Габышевы, Габидзе. Я очень люблю историю своей семьи и часто рассказываю Соне все, что я знаю о своей семье, часто показываю фотографии,
ее родственников. Мы каждый день смотрим якутские новости, слушаем якутскую музыку, поем с ней очень много якутских песен. Я стараюсь учить стихи с ней на якутском. Она знает такие элементарные слова, понимает то, что ей говорят. Я думаю, что в следующий раз, когда мы поедем в Якутию, она быстрее начнет разговаривать на якутском. Но она очень старается учить язык и очень любит Якутию. Даже сама напоминает, что нужно посмотреть новости или фильм на якутском языке. Сколько лет вашей дочке и на скольких языках она говорит? Вы с мужем переводчики, а ваш родной язык якутский. Наверняка у вас есть особый подход в обучении языков, которым вы пользуетесь, когда общаетесь с дочкой. Многим было бы интересно и полезно узнать об этом. Нашей дочери Софии в этом году исполнилось 5 лет. Она говорит, что папа у нее русский, мама саха, и она тоже саха. Она фанат Якутии, всего якутского. Она часто носит в детский сад платья якутские, которые ей присылает ее тетя. Любит украшения якутские, любит петь на якутском со мной песни. Она любит колыбельные, которые я пою ей с самого младенчества, подпевает мне. Вместе с ней мы смотрим передачи на НВК Саха. Конечно, не все она понимает, но я думаю, что сейчас она слушает, впитывает это все равно. Она переспрашивает где-то просто слушает и понимает на каком-то своем уровне. Все равно очень любит смотреть передачи, новости со мной, переживает за все события, которые там происходят. Мы с ней смотрим фильмы на якутском языке. Сестры мне часто передают книги на якутском, так что и книги на якутском мы тоже читаем. У нас дома есть несколько хомусов, которые подарил отцу, а потом и нашей семье мастер, большой друг отца, Готовцев Иннокентий Никитич. Соня очень хочет научиться играть на хомусе, но пока у нее молочные зубы, и мы решили, что пока ей еще рано играть. Но она с удовольствием слушает, как я играю. Мы слушаем, как играют другие виртуозы Якутии. Это такой родной инструмент. Когда мне грустно, я играю. Когда я скучаю по родным, я играю. Это некий способ терапии. Просто закрываешь глаза, играешь, и мысленно ты уже в Якутии. Соня очень рано заговорила. Я с ней разговариваю и на русском, и на якутском. Она понимает, конечно, больше на русском, потому что общаемся с мужем мы на русском языке. Но также мы, как китаисты, разговариваем при ней и на китайском языке. В садике она ходит на английский язык. Особого подхода к изучению языка, наверное, у нас нет, но я стараюсь, чтобы она сейчас именно очень много слушала на разных языках. И мне кажется, сейчас в этот момент у нее уже заложилась хорошая аудиобаза, у нее хорошее произношение уже всех языков, которыми мы владеем. Поэтому я думаю, что у нее впоследствии не будет проблем с изучением других языков. Лидия, спасибо огромное за участие в нашей передаче. Желаем вам и вашей семье крепкого здоровья и благополучия. И что бы вы хотели пожелать тем, кто сейчас нас слушает? Многие как никогда понимают во время пандемии, что здоровье — это самое ценное, что есть у нас. И я бы хотела пожелать всем крепкого здоровья, как якутский алмаз. Сахалмагны чегенчабдик катанах здоровья багремите. Я хочу выразить большую благодарность вам за приглашение принять участие в вашей передаче, которую я очень люблю слушать, не пропускала ни одного выпуска. И желаю вам еще больше интереснейших героев, наших якутян, которые живут в мире. Друзья, напомню, что у нас в гостях была Лидия Чурилина из Биробиджана. Лидия старается жить по принципу не откладывать на будущее то, что можно сделать сейчас. Надеемся, и вы последуете ее примеру.
А для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Присоединяемся к пожеланиям нашей героини и желаем вам всем здоровья. Берегите себя и друг друга. До новых встреч! Якутия – это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце родиной, другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья.